Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Эту тему никак не обойдешь, но позволим себе не останавливаться подробно о том, о чем сейчас трубят почти все мировые и российские СМИ. Когда нам ожидать экономического кризиса и станет ли пресловутый коронавирус тем самым спусковым крючком, который ускорит неизбежное? Выскажу свое субъективное мнение. Кризиса в той или иной степени или, выражаясь научной, рецессии нам, скорее всего, не избежать. Коронавирус свою негативную лепту также внесет. Но вот чего бы не хотелось бы, чтобы на него сваливали все провалы и неудачные управленческие решения в экономике. Какая для нас, для России, главная опасность? Авторитетные эксперты, в том числе Алексей Кудрин, уже заявили, что риски, связанные с ограничением туристического потока из Китая, есть. Но они не столь значительные. На ВВП это отразится в пределах 0,1–0,2% пункта. Неприятно, конечно, но далеко не смертельно. А вот дешевеющая нефть на фоне неблагоприятных вестей из Китая и в целом замедление мировых темпов роста – это уже более серьезно для пока еще не окрепшей экономики России. С другой стороны, как я уже говорил, нельзя, чтобы этот фактор стал своеобразным козырем в руках людей, которые не готовы брать ответственность на себя. Как ни банально это прозвучит, вся эта ситуация может рассматриваться как очередной вызов для страны, как возможность начать принципиальные реформы в экономике и раскрыть внутренние резервы. Я уже обращал внимание телезрителей, операция «Модернизация» не помешала бы всей России и каждой ее отрасли в отдельности. Но сегодня мы подробнее поговорим об энергетике, ключевом для страны секторе экономики. Почему энергетика так важна? В чем ее стратегическое значение? Начнем с очевидного. Энергетика – это основа основ. Базис, если хотите, фундамент всего. Отрасль имеет жизненно важное значение для развития экономики в целом. Есть и другой аспект, на который обращают внимание уже специалисты. В России именно развитие компетенции в энергетическом секторе позволяет создавать конкурентоспособную производственную отрасль, применять новые технологии при строительстве дорог, мостов и домов. Российская энергетика сейчас развивается поступательно. Это если говорить об общем тренде. Он в целом позитивный. Наблюдается рост производства электроэнергии, внедрение новых мощностей. Однако есть и серьезные проблемы. Риски, не учитывать которые нельзя. Просто опасно. Износ оборудования. Сегодня это, пожалуй, самая острая, самая глобальная проблема всей российской экономики и энергетики в том числе. По оценкам экспертов, степень износа мощностей в российской электроэнергетике сегодня составляет около 65%. При этом степень износа в разных секторах отрасли не одинакова. Тем не менее, работа над энергоэффективностью российской экономики идет достаточно успешно, и ориентир есть. Его обозначил Владимир Путин. К 2035 году снизить энергоемкость ВВП примерно в 1,5 раза. Как Татарстан движется по пути повышения энергоэффективности своей экономики, что уже реализовано, что предстоит сделать в ближайшей и среднесрочной перспективе. Как этот процесс поставлен в компании ТГК-16, а также почему кадры по-прежнему решают все, в том числе и в энергетике. Об этом и не только в нашем выпуске. ТГК-16. Курс на успех. Как развивается одна из крупнейших энергокомпаний Татарстана. Масштабные проекты, которые уже реализованы и будут реализованы в будущем. Все подробности в первой части нашей программы. Энергетические кадры Татарстана. Кто они, эти люди, которые отвечают за надежное теплоэлектроснабжение наших городов и предприятий? Руфина Мукминова и ее гость расскажут. Кадровая политика, которая дает результат. Как грамотно ее выстроить и на что обратить внимание. Специалисты компании ТГК-16 расскажут. Репортаж Алены Мартынец.
Итак, устойчивое энергоснабжение – важное условие для нормального функционирования всех сфер мировой экономики. Сегодня оно становится одним из стратегических приоритетов, ведь потребление энергии неуклонно растет. А теперь немного о последних тенденциях в мировой энергетике. Все мы привыкли к тому, что тепло и электричество в наши дома приходит со станций, работающих на углеводородном сырье. Но век 21 уже потихоньку, помаленьку разрушает устоявшиеся стереотипы. Структура энергетического баланса меняется в пользу так называемых зеленых станций, работа которых основана на возобновляемых ресурсах. И это уже мировой тренд. По прогнозам экспертов, в ближайшую пару десятилетий одним из основных мотивов развития энергетики станет предотвращение глобального экологического кризиса и изменений климата. В 2030-2050 годах будут планомерно снижаться выбросы газов и других загрязняющих веществ. А это, в свою очередь, потребует коренных качественных изменений в производстве энергии. По последним данным Международного энергетического агентства, доля зеленых источников в общем производстве увеличивается. В Германии, например, она уже достигла 34%, в США и в Индии составляет 8-9%, в Китае – 6%. Аналитики подсчитали, уже к 2040 году 35-50% мирового производства электроэнергии и 19-25% всего энергопотребления будут обеспечиваться возобновляемыми источниками энергии. Из ископаемых топлив только газ может нарастить свою долю в мировом энергобалансе с 22% до 26%. А вот уголь снизит свою долю с 28% до 19%. Что касается более близкого нам времени, то, согласно актуальному прогнозу Международного энергетического агентства, в предстоящую пару десятков лет мир еще останется углеводородным, а спрос на нефть и газ продолжит расти, хоть и не такими темпами, как в прошлые десятилетия. Как известно, в экономике России топливно-энергетический комплекс по-прежнему продолжает играть ключевую роль. На сегодняшний день он составляет практически треть российского ВВП. Трансформация энергетики и снижение бюджетных поступлений от экспорта постепенно приведут к уменьшению вклада нефтегазового сектора. Но именно ТЭК и происходящие в нем преобразования могут дать стране новый импульс для развития. Рост энергопотребления с одновременным внедрением умной энергетики и новых технологий, поиск альтернативных источников энергии – все эти тенденции четко прослеживаются и в Татарстане. Так, выработка электроэнергии в республике за минувший 2019 год увеличилась на 6%. Станции татарстанской энергосистемы с учетом объектов распределительной генерации выработали без малого 29 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Потребление энергии с января по декабрь 2019 года увеличилось на 1,3% по отношению к предыдущему году. Стоит отметить, что общемировой тренд развития зеленой энергетики с использованием возобновляемых источников энергии получил развитие и в нашей республике. Татарстан ищет альтернативу в станциях на основе энергии ветра. Энергия ветра, солнца, геотермальная и биоэнергетика – это перспективные направления, но будем объективны. В общемировом балансе их доля хоть и растет, но пока не столь значительна. Нужно ими заниматься, но не забывать про традиционную энергетику, повышать ее эффективность и производительность за счет применения передовых технологий. По этому пути сейчас идут ведущие энергокомпании, в том числе и в Татарстане. Как развивается, модернизируется компания ТГК-16, входящая в группу ТАИФ, что уже реализовано и что предстоит сделать в ближайшем будущем. Подробности в нашем обзоре. Люди хотят жить в комфорте, это их понятное объективное желание. Свобода передвижения, тепло и уют в наших домах, яркий свет. Мы настолько свыклись с благами цивилизации, что порой забываем за этим комфортом тяжелый, кропотливый, ежедневный труд энергетиков. То, что мы его не замечаем, лишний раз подчеркивает, что энергосистема в Татарстане работает стабильно и надежно.
И также надежно и устойчиво работает и развивается промышленность, экономика республики. И в этом также большая заслуга энергетиков, заслуга и колоссальная ответственность. Одна цифра: более половины всех энергоресурсов, вырабатываемых на территории Татарстана, потребляют предприятия нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов, входящих в группу ТАИФ. Сегодня это предприятия, которые надежно обеспечены теплом и электроэнергией и имеют все возможности развиваться, наращивать производство. В 2010 году на энергетическом рынке Татарстана появилось новое предприятие – компания ТГК-16. Главной целью компании было и остается надежное и бесперебойное энергоснабжение. Тепловые электростанции ТГК-16 снабжают теплом и энергией по большей части крупнейшие предприятия Татарстана ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящие в группу компаний ТАИФ. Кроме того, компания снабжает теплом и электроэнергией население Казани и Нижнекамска. Учитывая, что тепловые нагрузки постоянно растут, компания уделяет особое внимание состоянию оборудования электростанций и развивает производственную инфраструктуру. В свое время одним из ключевых этапов программы по модернизации станций стала установка на Казанской ТЭЦ-3 одного из самых мощных и эффективных в России и в мире газотурбинных энергоблоков производства General Electric. Это дало возможность удвоить установленную электрическую мощность и утроить выработку электрической энергии. Не отстает от Казанской ТЭЦ-3 в своем обновлении и техническом перевооружении и Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1. Непрерывное совершенствование технологических процессов позволяет компании снижать издержки производства, сохранять надежную и бесперебойную подачу тепловой и электрической энергии на промышленные производства и нужды города Нижнекамска. В ближайших планах энергокомпании обновить паровые турбины на Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1. Первую десятилетку компания ТГК-16 встречает устойчивым и динамично развивающимся предприятием. В планах развиваться и расти дальше, также амбициозно и поступательно. Мы много в нашей программе сегодня говорим о перспективных технологиях, но они уже во многом стали реальностью. По крайней мере, на предприятиях-лидерах в сфере энергетики. Примером в этом плане могут служить, как мы уже отметили, те же Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1, входящие в энергокомпанию ТГК-16 группы ТАИФ. Однако ТГК-16 – это не просто технологии, станции, миллионы гигакалорий тепла и миллиарды киловатт-часов электроэнергии. Главный актив компании, так было, так есть и так будет – это люди. Те самые кадры, которые по-прежнему решают все. Пусть прозвучит банально, но это правда. Руфина Мукминова продолжит со своей рубрикой «Подробнее». Современный кадровый рынок постоянно развивается. По данным НИИ труда Министерства труда России, за 2019 год работодатели заинтересованы в экспертах, специализирующихся на технических направлениях в медицине и бизнес-процессах. Сегодня технические профессии не только самые востребованные, но и самые высокооплачиваемые. Еще буквально 2 года назад чувствовался особый дефицит технических специалистов. Сегодня же желающих поменять теплое уютное офисное кресло на работу на производстве стало гораздо больше. А благодаря автоматизации процессов технические профессии активно осваивают девушки. Как подбирается персонал, от которого зависит бесперебойная подача света и тепла в наши дома и на стратегически важные предприятия республики? Кто те люди, кто ежедневно вырабатывает для нас энергию? Об этом мы поговорим сегодня в студии с Лейсан Гафаровой, аппаратчиком химводоочистки 3-го разряда компании ТГК-16. Здравствуйте, Лейсан. Здравствуйте, спасибо вам за приглашение. Рада приветствовать вас в нашей студии. Итак, наш первый вопрос. Хотелось бы узнать, на самом деле, нет ли дефицита в технических специалистов на сегодняшний день, вот как говорит наша статистика, и если есть, то каких специалистов на предприятии не хватает? Наиболее востребованными и перспективными техническими специальностями на сегодняшний день являются инженеры. Это могут быть инженеры как энергетики, так и инженеры IT-технологий. Энергетика – это перспективная и развивающаяся отрасль. Кадрового голода на Казанской ТЭЦ-3 нет в связи с отсутствием вакансий открытых и текучки кадров. Хорошо, вот существует такой стереотип, что в ТЭЦ работают мужчины в основном, да, что это такая мужская профессия. Мы вот буквально вчера были на съемках, и я в основном увидела там девушек в форме, что меня очень удивило. Тенденции как-то поменялись? Энергетика – это важнейшая отрасль, действие которой обеспечивает
работоспособность промышленности в целом, а профессия энергетика довольно-таки востребована. Думаю, в современном мире понятие мужской и женской профессии исчезает, так как важнейшую роль играют развитие технологий. В связи с внедрением технологий по автоматизации процессов у девушек появляется возможность претендовать на большее число технических специальностей. К примеру, я работаю в химическом цехе Казанской ТЭЦ-3, где 80% персонала – это женщины. Но в таких цехах, как котлотурбинный, электрический, основной персонал – это мужчины. Энергетика – такая отрасль, которая требует определенного такого самоконтроля, собранности. А как выражается ваш творческий потенциал? Остается ли вообще время на творчество? Сотрудники станции участвуют во всевозможных конкурсах, таких как фестиваль художественной самодеятельности Электропрофсоюза. Также выступают на конкурсах при предприятии, которые проводят предприятия. Кроме того, внутри станции проводятся мероприятия, такие как фотоконкурсы, конкурсы рисунков для сотрудников и их детей на различные темы. Еще мы участвуем в конкурсе по стенгазетам по Дню охраны труда и в конкурсе по повышению эстетического вида закрепленности территории, где мы можем проявить свой творческий потенциал. А какие вот самые главные качества, которыми должен обладать человек, работающий на ТЭЦ? Наверное, как и в любой профессии, быть целеустремленным, ответственным, а главное – любить свое дело и свою профессию. И в завершение важный вопрос для каждого, кто только ищет себя и, может быть, выбрал себе уже отрасль энергетики. Есть ли на вашем предприятии карьерная лестница? Как с этим дела обстоят? У каждого сотрудника после набора определенного опыта, определенных знаний, в принципе, есть возможность для карьерного роста. Но все-таки многое зависит от самого человека, от его желаний и возможностей. Спасибо вам, Лейсан, что нашли время и посетили нашу студию за интересный разговор. Я напоминаю, что у нас в гостях была Лейсан Гафарова, аппаратчик химводоочистки 3-го разряда компании ТГК-16. Далее я передаю слово своему коллеге Тимуру Бекмурзину. Энергетическая отрасль требует уникальных знаний и навыков слаженного взаимодействия профессионалов самых разных специальностей. Это хорошо понимает ВАО ТГК-16. Именно поэтому кадровая политика – важный пункт в стратегии предприятия. Где искать талантливых работников, как раскрыть внутренний потенциал и как влить свежую кровь в производство. О формах работы с людьми, о повышении квалификации и профессиональной подготовки сотрудников на ТГК-16 расскажет Алена Мартынец. Повышение надежности, инновационные технологии – все эти факторы, несомненно, имеют значение в современной энергетике. Но главным ресурсом по-прежнему остаются люди. Только этот ресурс сможет вдохнуть в жизнь финансы, технологии, производственные мощности. И жизнь уже неоднократно доказывала ценность каждого человека на своем рабочем месте. Флагманы татарстанской энергетики знают об этом не понаслышке. Казань. Канун нового 1979 года. В городе зафиксированы самые сильные за столетия морозы. В некоторых районах столбик термометра опустился ниже минус 50. Встал транспорт. От нечеловеческого холода деформировались и лопались трубы, обрывались провода. В эти дни в Казани произошло событие, которое поставило под угрозу жизнь всего города. И только усилиями персонала Казанской ТЭЦ-3 удалось предотвратить беду. На станции произошла авария. Из-за температуры чуть ли не в 2 раза ниже расчетных параметров оборудование покрылось инеем. Произошло замыкание на одном из реакторов. ТЭЦ оказалась обесточенной. Погасли все котлы, и за ними, оставшись без пара, прекратили работу турбины. Станция полностью остановилась. Подхожу, тишина гробовая. Непривычно. В Марсал заходишь, уже привык, что там шум. А тишина такая, и так где-то что-то пошикивает, что-то булькает там, это как у мертвых мертвеца. И пар. Все в пару, вот руку вытянешь и идешь вот так, или куда-то не идешь. На страшном морозе, при тумане такой плотности, что его не мог пробить даже луч фонаря, персонал ТЭЦ работал на пределе сил, круглосуточно. Люди понимали, необходимо как можно скорее запустить водогрейные котлы, чтобы не произошел разрыв теплосети города. Предотвратить катастрофу удалось в короткие сроки. Станции Казань были спасены.
хотя в эти дни резко возросло потребление газа и электроэнергии, коллективы теплоэлектростанций успешно справились с перегрузкой. Несмотря на трескучий мороз, светились огнями елки. Город с доброй улыбкой проводил старый и встретил Новый год. 4 десятка лет прошло с тех событий. Сегодня на ТЭЦ-3 работает сын Владимира Ильича Зубова, начальник электротехнической лаборатории, который в лютую зиму 79-го был в первых рядах тех, кто спасал станцию. Недавно Вадим Владимирович стал лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года», одной из наиболее престижных премий в профессии. Это было неожиданностью приятной, что мой труд был именно оценен так. То есть я думаю, что это, в принципе, характерно для любого человека, так как вот в управлении существуют не только там какие-то материальные вознаграждения, но также и моральные вознаграждения имеют существенную силу. Трудовые династии – особый показатель стабильности. Их в ТГК-16 много. История каждой такой семьи – это история и самого предприятия. На Нижнекамской ТЭЦ-1, ПТК-1 трудится еще один продолжатель династии, чья семья практически в полном составе связала свою жизнь со станцией. А сам Ленар Ямгуров в 2019 году защищал честь родного предприятия во всероссийском конкурсе «Инженер года» и стал его лауреатом. Данный конкурс, я считаю, это хорошая очень идея. Необходимо делиться с коллегами по другим станциям, по России. И так как у нас коллектив очень молодой в химическом цехе, то данная работа очень, подстегивает молодежь нашу, чтобы они больше изучали, внедряли и участвовали в данном процессе. Татьяна Корнеева, которая работает в Нижнекамском филиале ТГК-16 с 2012 года, тоже представитель семейной династии. На Нижнекамской ТЭЦ-1 работает ее отец. Говорит, с детства были мысли о том, что и она когда-то придет работать на станцию. В 2019 году Татьяна тоже участвовала в всероссийском конкурсе лучших инженеров в категории «Инженерное искусство молодых». Считает, что построить карьеру на предприятиях ТГК-16 можно достаточно быстро. Нужно только по-настоящему стремиться к профессиональному росту и добросовестно относиться к своим обязанностям. Было бы желание, это все возможно, это несложно, это очень интересная работа. Если человек стремится, также поддерживает руководство, станция, правком. Участие в столь высоких конкурсах особенно важно для молодых амбициозных инженеров. Как на предприятии поддерживают в этом стремлении, рассказал еще один лауреат премии «Инженерное искусство молодых» Рафик Рахматуллин с Казанской ТЭЦ-3. Когда я устроился в эту компанию, то есть, в принципе, всегда меня поддерживали, всегда помогали обучиться, отвечали на все вопросы. В адрес нашей компании пришло уведомление о проведении этого конкурса. Руководитель предложил мне поучаствовать, я и согласился. В АО ТГК-16 стремятся создать такие условия работы, при которых каждый будет заинтересован в своем результате труда и сможет получить признание за вклад в общее дело. Это подтверждает еще один молодой инженер, принявший участие во всероссийском конкурсе Кирилл Киреев. В любых конкурсах участие – это хорошо, отлично сказывается и на работе, и на всех личных моментах жизни. Показать людям о своей выполненной работе, то, что ты делаешь, и показать себя, свои результаты, плоды работы. При этом компания сохраняет высокий уровень ответственности за компетенцию своих сотрудников. Ведь на таком современном производстве, как ТГК-16, нужно постоянно поддерживать знания специалистов. Помимо той базовой информации, которую они получают в учебных заведениях, приходя на станции, они проходят специальную подготовку. В соответствии, в зависимости от должности, назначаются те или иные курсы, по которым они обучаются дополнительно. Молодых специалистов на ТГК-16 поставляют кузницы кадров, такие как Казанский энергетический университет и энергетический колледж. Практически с момента создания компании между нею и этими учебными заведениями действуют соответствующие соглашения. Это предприятие, которое занимает в республике лидирующее положение. У нас основные две практики. Это практика производственная и преддипломная. И где-то в год мы, ежегодно, скажем так, где-то в районе 150-200 человек, мы по двум практикам в целом по вузу
отправляем студентов на это предприятие. Во время практики у ТГК-16 есть возможность присмотреться к потенциальным сотрудникам на деле, а у практикантов, что называется, пощупать будущую профессию руками. У студентов отзывы самые положительные, потому что студенты сами говорят: не попробуешь, не поймешь. Вот. И поэтому они с большим энтузиазмом идут на практику, потому что они понимают, что они увидят свою профессию в реальной жизни. Как рассказали в АО ТГК-16, в 2018-2019 годах практику в филиалах компании прошло 147 студентов. Из них 11 вернулись в филиалы компании уже в качестве молодых специалистов. Богдан Облаков – один из них. Здесь хороший коллектив, также очень много поддержки в плане материальная помощь на день рождения, на свадьбу, на рождение ребенка. Также предоставляется социальная ипотека. В АО ТГК-16 хорошо понимают, миссия социально ответственной компании может успешно реализовываться только при развитии всех сфер жизни – социальной, экономической, экологической и гуманитарной. На этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на ТНВ. До свидания.